Сегодня Джамала споет во втором полуфинале Евровидения 2016. В этом году крымско-татарская певица представляет Украину с песней «1944» о депортации коренного народа Крыма. С нами на связи из Стокгольма наша журналистка София Абляева. София, добрый вечер. Добрый вечер, Эльдар. Какие новости? Сейчас мы находимся в пресс-центре концертного зала Глобен Арена. Именно здесь, отсюда все журналисты будут наблюдать за вторым полуфиналом. Можем увидеть, что есть и очень много журналистов из Украины. Всего на мероприятие в этом году аккредитовалось более 1500 журналистов из разных уголков мира. Что можно сказать, что буквально считанные часы остались до... Сейчас в самой арене проходят подготовительные работы, готовится сцена, звук, свет. Украинская певица татарского в канун памятных событий депортации крымско-татарского народа, в канун 70 Джамала на всю Европу выступает с таким призывом о том, чтобы мир узнал о трагедии почти вековой давности. Можно также сказать, что букмекеры выделяют 3 основных кандидата на победу. Среди них Джамала, также представитель Франции, и также отмечают, что главный соперник на победу у Джамалы — это представитель России Сергей Лазарев. Коллегам из сайта Крым Реалии, Радио Свобода удалось записать интервью с наставником Сергея Лазарева Филиппом Киркоровым. И, к сожалению, он даже не смог песни Джамалы. Я предлагаю послушать интервью. Вы знаете, я плохо знаком с этой песней, потому что мне, к сожалению, не удалось в этом году послушать все страны. Я был, во-первых, занят своим шоу постановкой его с Франко Драгоне. Как раз совпало со всеми этими национальными финалами и подготовкой Сережиного номера к Евровидению. Я просто слышал что-то там, называется она 1941 или 44, да. Я что-то слышал про то, что эта песня имела какое-то отношение к истории Крыма, какой-то военной истории и все. Ну, каждый выбирает себе свой месседж, который он хочет донести. София. Также можно сказать, что едет национальный лидер татар Мустафа Джемилев. Приехали уже соотечественники певицы из Крыма, приехали друзья, коллеги из Киева, Украины. Мы остаемся здесь, следим за развитием событий и ждем полуфинала. Что ж, спасибо, София.